19 сентября. Только что проснулся, сейчас 6 часов утра. Немножко поснимаю свои будни. Блин, собаки лают, невозможно снимать. Сейчас я отпущу Тулана, сходим на горку. Вон кошка. Кошка. Как вы видите, огород мы уже все выкопали. Сейчас я отпущу собаку, наверное. Также сейчас уже занимаюсь дровами. Несколько дней назад привезли мне дрова. Очередную пачку горбылей пилю. Вот такую кобылку сделал. Ну, складываю, чтобы не развалилось, когда пилишь. И тоже дофига материала. Оттуда можно получить сотка, наверное, где-то. И третий сорт. Уже на заправку я спилил. Заправку. Сразу складываю, пилю и складываю вон в эту поленницу. Такие делишки. Соседи копалку купили. Вот такая копалка. И не видел пока, как они копают. У них огород в другом месте, но им понравилось. Очень, говорят, хорошо копают. Так, ну что, на горку на пару минут сходим, и там я немножко поболтаю, что было эти дни вообще. Тулана отпущу. Да, пусть гулять. Давай, мам. Шли, лах. Все, побежал. Побежал. Лах. Сегодня утро такое прекрасное. Шли. Благодать. Ветра нету, свежий воздух, тишина, и не так холодно. Вчера был на рыбалке, и в ближайшие дни, наверное, тоже выложу. До ночи, узнать, я рыбачил, и ветрище было холодное, прохладно. Витамины у коровы, блин. Лах, пошли. Туда. Обалдеть, ребята, какая красота сейчас на природе. Вы даже не представляете. Золотая осень. Золотая осень. Действительно. Листья еще не выпали. Все желтое. Весной ждем, чтобы было зелено. А сейчас кругом такое золото. Нет слов, одним словом. Жалко, что здесь не скосили. Опа. Вот так. Айда у меня на карантине. У нее птичка, и ее не отпускаю пока. Пусть сидит в вольере. Вот поэтому и она не с нами. Так что, чтобы лишних вопросов не было. Уйди, нам гулять. Ну ты тащи. Опять дерется, блин. Все, хватит. Вот смотрите, сейчас покажу тайгу. Ну кому, ну иди. Вот что ты будешь делать? Ну, смотрите, какая красота. Но отсюда, конечно, обзор не такой, как в конце деревни, там с горки, когда снимал. Оттуда вся тайга видна. Там повыше местность. И, ну, и отсюда, в принципе, тоже много птиц поет там. В заречье, там, в этих березах. Прям, думаю, слышно даже. Вон там птичий базар такой, весенний, весной, как будто. Вот весной то же самое было. Слышно. Очень много птиц, безветренно и тепло сегодня. Тулан пусть гуляет. Пусть гуляет. На него внимание обратишь, сразу начинает на тебя прыгать. И особо его не подзываю, пусть сам бегает.
Скоро в тайгу поедем. И что я хотел вообще сказать? Ну, сейчас сентябрь. Я был занят картошкой. Картошку выкопали. И 2 сорта было картошки, как вы один раз тоже снимал, показывал. Аврора и Идеал. Сорт Идеал картошки не так много сей год. Не так много, вот скажем, этот кустик выкопаешь, там по несколько штук, но и не очень крупные. А сорт Аврора, как всегда, как и говорил, она более устойчивая на наш климат, и урожай хороший был Авроры в этом году. Самое главное, это дело мы закончили. Как только выкопали, сразу дожди пошли. И успели. Ну и сейчас опять погода налаживается. Дожди были, но вода пока не прибывает. Охотники уже начали некоторые подниматься в лес. А я подожду, пока уровень воды поднимется, потому что невозможно ехать по мелкой реке, мотор убывать неохота. Подождем. Уйди. Подлетел. Начнешь гладить, ну, ласку почувствуешь, сразу начинает играть там, где прыгает на тебе. Вон, волчара. Не знаю, какой-то толк будет, нет. Один раз тоже собака возле вольера, ну, кайдия, там какая-то шалка, пришел и тулан лаял очень жестко. Ну, я и взял его и отпустил. Думаю, сейчас будет драка. Но он догнал эту собаку, но не решился там подраться, не укусил ничего. И так разошлись они. Ну, играет. Догнал и начал играть. Вот так. Не знаю, злой будет или нет, время покажет. А сейчас игривый, просто он играет. Везде все гудит, уже люди работают. 6 часов, а уже не работают, а в принципе едут на эти, за ягодами. Сейчас тоже заречье, там болото, и по десятке человек, ну, очень много их. Там. Хотел тоже в ту сторону съездить, посмотреть. Ну, народу много, и передумал. В ближайшее время, думаю, еще подниматься на первую избу. Траву жует. И надо нам еще пристрелять карабин оптическим прицелом. Я все это установил уже. Как-то жестко есть. Аппетитно-то есть. Не буду я тебя трогать. Тронешь и начинает играть. Еще что у меня? Ну вот у меня сейчас подписчиков почти 9000. Я, как сказать, у меня в задумках было, как наберу 10 тысяч подписчиков, может, вечерами буду еще включать стрим. Ну, стрим вы все знаете, что такое. Но 10 тысяч как-то не набирается у меня. И тоже Никита настаивает, чтобы я немножко, ну, стрим включал. Да и знакомые тоже говорит, надо тебе начинать стрим вести. Как вы думаете насчет этого? Общаться в стриме с подписчиками или, может, на некоторые вопросы там отвечать, или... Я это дело, конечно, тоже ничего не знаю, не понимаю. И без помощи подписчиков, наверное, тоже не получится. Там какие кнопки, куда нажимать, чтобы все слышно было, чтобы там надо этот донат включить, чтобы донат на канал, на мой канал шел и по желанию, кто будет отправлять. Все настроить тоже надо, но
Вообще, как думаете, начинать стрим вести или же после 10 тысяч начинать стрим, вот этот стрим включать? Не знаю, что делать. Чем больше подписчиков, конечно, интереснее, больше вопросов будет. Но я у некоторых тоже блогеров смотрю вот эти стримы, и тоже столько комментариев негатива там пишут. Или, может, не надо обращать на такое. Не знаю, что делать. Вот так. Ветерок поднимается. Хорошо. Вообще хорошо сейчас. Мошкара только немножко мешает еще. А так, все отлично. Сколько птиц там. Очень много птиц поет. Все охотники говорят, что, ну не как все, ну большинство, кто ходит по тайге сейчас, видим, говорят, только рябчиков, а глухарей нету. Ну, види, глухарей нету, только кополухи и то одиночки. Понимаете, одиночки, они, видно, что, ну, у них выводки, наверное, погибли, и сами только одиночки летают, и все. Волка сейчас один охотник, сосед мой видел. Где-то 7 километров, наверное, от деревни, там ягоды он собирал на вырубке. И голову, говорит, поднял, а он смотрит на меня, стоит. И он пришел, говорит, следы пришли за оленем. Там олень, одиночка, и за ним вот след волчий. Наверное, от стаи оленя, наверное, как-то отделил и идет, ведет, он так и убьет. Летом еще, вот, раньше я как-то забыл сказать, летом 2 случая было на 2 разных реках. Рыбаки видели на одной реке, на берегу, тоже олень сдох, говорит, уже немножко надулся, и, говорит, шрамов ничего нету, чтобы вот как будто, ну, чтобы кто-то убил медведя или еще какого-то, ну, видно, что он сам умер, тоже олень. А и на второй реке это далеко, там затор, завал, и они сплавлялись на маленькой лодке с избушки и встретили, говорит, тоже на завале олененок, ну там маленький олень. И тоже, ну это, наверное, несчастный случай, наверное, стая там много оленей, говорит, перешли эту речку и, наверное, тоже маленький олень так погиб, он просто погиб, когда перешли. Может, какой-то мор идет, потому что, как сказать, 2 реки в разных местах и 2 случая такие погибшие олени. Не от медведей, не от волков, а сами погибли. Вот это хотел сказать. Вот так. А пока и таких новостей у меня дальше и нету. Картошку выкопали, готовимся к осенней охоте. Посмотрим, что получится, как время покажет там. Хочется уже тоже с ночевкой в избушке на несколько дней. Очень много дел там у меня. Надо будку для тулана сделать. Да, и набирается за целый год там по мелочи работать. Вот охотник какой пока. Сейчас хозяин, мне тоже переписываемся с хозяином. Переписываемся, и у тулана сестра есть тоже. Короче, там тоже сейчас на охоту, наверное, поехал, и говорит, сестра у тулана очень большие круги делает, когда бродит
тайге. А Тулан не так далеко от меня отходит. Да. Посмотрим, все увидим. А, Тулан? Ладно, пойдем домой. Погуляли, поболтали чуть-чуть. Айда у меня Валерия. Айду походил выйти на осенней охоте. Сейчас пока выпускать не буду ни в коем разе. Не хочу, чтобы у Айды сейчас осенью опять появились щенки. И не будет, я думаю, если как-то она туда, если не умудрится как-то где-то залететь. Все, пошли домой. Короче, золотая осень у нас в Коми и по всей России. Очень красиво, интересно. Любимая пора моя. Люди уже работают, строят баню, соседи. С утра уже начали работать. И в прошлом видео в туман был, не видно было церкви, вон как строятся. Вот здесь у меня дом, рядом вот, и такой обзор видно. В середине церковь, справа вот, где купол, не знаю, что там строят. Дальше, наверное, это магазин маленький, этот магазин. Дальше идет церковь сама, большая, крупная, очень большая, 30 с лишним, наверное, высота метров. Там гостиница двухэтажная, тоже строится, в этом году сейчас строят. Очень много парковка, там машины будут стоять. Там еще сзади, наверное, какая-то постройка будет. В общем, Нью Шара-Сити строится. Вот такая фигня, короче, вот смотрите, какая большая, огромная постройка там, стройка века идет в Нью-Шаре. Вот так, а я уже возле дома. В общем, всем пока. Тулан там, Тулан бегает.